Я была последним ребенком в семье. Мои родители на тот момент были уже довольно взрослые, и я всегда с самого детства старалась их сберечь. Я делала визуализации, я стремилась к своей цели, держала фокус на своей цели, прописывала свои шаги. Вот слово «миссия», она как-то больше, чем цель, больше, чем мечта. Это то, чему я сделала вывод, что это обучение нужно донести до как можно большего количества людей. Добрый день, уважаемые слушатели! Я Ахметова Бибигуль, ментор проекта «Ұлт қазынасы». Сегодня хочу рассказать немного про свою жизнь, про свое детство и какие моменты повлияли на мое становление как личности. Я родилась на маленькой станции Нуринская Бухаржырауского района Карагандинской области. Я была последним ребенком в семье. Мои родители на тот момент были уже довольно взрослые, и я всегда с самого детства старалась их сберечь, потому что они были уже в том возрасте, как мне казалось, пожилые. А сейчас, с высоты уже своего возраста, думаю, что они тогда были молодые, веселые, задорные, потому что они всегда нас поддерживали. В детстве в нашей семье дети не ходили в детский сад. Нас воспитывала мама. Она была в свое время, когда мы были маленькие, она была домохозяйкой. Отец тоже был уже на пенсии в то время, и они основное свое время посвящали нашему воспитанию. Отец рассказывал нам длинные истории про жизнь казахов в раннее время, в начале века, в то время это в начале XIX века. Также нам рассказывали различные исторические моменты, которые передавались из уст в уста самими аксакалами. Мама всегда делала с нами уроки. Если мы учились во вторую смену, то на это время прям час-полтора уделялось. И она всегда сидела с нами, проверяла наши тетради, смотрела, как мы держим ручку, смотрела, что мы нарисовали, всегда просила рассказать, о чем это, и мы делились. Еще одним важным моментом детства вспоминаю, что мы всегда на 8 марта, на 23 февраля готовили друг другу подарки. И это у меня осталось на всю жизнь. Я также и в своей семье уже, и уже внуки готовят подарки своими руками. Потом в школе, в Нуринской средней школе, были прекрасные преподаватели. Они были из российских вузов, из московских, из города Горького. Помню, учителя были из Ленинграда учителя. Это, наверное, потому, что станционные школы, они получали распределение по своей какой-то железнодорожной линии. И наши учителя были очень сильные. Также у нас была прекрасная библиотека. И в классе 8 или 9 я в этой библиотеке нашла брошюру «Наполеон Хилл». Я когда сейчас рассказываю про это, мне не верят, что в простой сельской библиотеке была эта брошюра. Она была буквально 20-25 страниц, и там были рассказаны 10 заповедей успеха. И все это время, начиная с 9 класса, когда я прочитала эту брошюрку, я придерживалась этих заповедей. На тот момент для меня это был как какой-то глоток воздуха. Это было что-то необычное. Это было то, что отличало другие книги и
давала какое-то вдохновение, давала надежду на то, что есть другая жизнь. И придерживаясь этих правил, которые сейчас уже все знают, все читали книги Наполеона Хилла, я делала визуализации, я стремилась к своей цели, держала фокус на своей цели, прописывала свои шаги в направлении к своей мечте. И на данный момент в жизни у меня все получилось. После окончания 10 класса я поступила в университет, благополучно его закончила. Около 10 лет я работала в системе профтехобразования преподавателем. Потом, в 90-е годы, когда система профтехобразования была реорганизована, я поступила на юридический факультет КАРГУ и после его окончания работала следователем в правоохранительных органах. Эта работа научила меня аналитике, научила меня доверять людям, потому что люди, несмотря на то, что попадают в тяжелые ситуации, они всегда сохраняют свои какие-то амбиции, какую-то свой внутренний стержень. И вот это вот научило меня доверять людям, которые я в последующем применяла в различных жизненных ситуациях. На данный момент я около 25 лет проработала профессиональным юристом. У меня есть свой опыт, у меня есть своя большая клиентура, которой я горжусь и надеюсь, они гордятся мною. И все эти годы я смогла сохранить свои все те качества, которые были привиты нашими родителями в детстве. И поэтому на встречах с молодежью, которые прошли у нас, я участвовала в них как ментор проекта «Олд Казнасы», я всегда им рассказывала про то, что детство, в котором они сейчас находятся, это самое увлекательное путешествие. И только в этот момент они могут сохранить все свои чистые помыслы и свою надежду на успех и надежду на мечту. И это самое главное. Это будет для них ориентиром во всей их жизни. В проекте «Олд Казнасы» я позиционирую себя как профессиональный коуч. Эту профессию коуч я изучаю, исследую ей в течение последних 2 лет. Как я ранее говорила, я много лет работала и работаю профессиональным юристом, и в работе с людьми мне не хватало каких-то инструментов для того, чтобы донести всю ценность консультации. И 2 года назад я стала искать эту информацию. Эта информация мне пришла с неожиданной стороны. Я участвовала в проекте «Кардинальное преображение» Мати Бектаира, и там я встретилась с профессиональным коучем Мати Бектаир. И в течение буквально 30-40 минут он разложил все мои цели по специальным инструментам, как потом выяснилось, и у меня почти не осталось вопросов. И это было сделано так гениально, что я спросила: а как вы это сделали? Что это такое? Какие вы вопросы при этом применяли? И он мне рассказал про эту удивительную профессию коуч, который умеет с помощью нескольких вопросов так сделать, чтобы сразу стала понятна цель, и при этом у человека появились свои внутренние инсайты. И когда человек находит решение возникших вопросов именно в себе и находит свои сильные стороны, находит свои слабые стороны. Я решила обучиться этой профессии. Для того, чтобы это сделать, мне приходилось ездить в Алматы, мне пришлось 8 месяцев ездить в Астану.
Там были профессиональные преподаватели. И пройдя около года обучения, я получила международный сертификат ICU Международной ассоциации коучинга. Я сейчас хочу рассказать про самый удивительный инструмент, который покорил меня, и я его сейчас применяю почти каждый день. Хочу рассказать вам про этот инструмент нейролингвистические уровни. Многие, конечно, вы знаете про это, но как он действует и какие он приносит результаты, это не все догадываются. Каждый использует какие-то моменты и потом забывает, не доходит до конца. Так вот, самый первый уровень в этом инструменте — это то, что мы должны изучить свое окружение, ответить, какие значимые люди есть в нашем окружении и какие есть вещи в нашем окружении, чтобы мы могли вот это вот все распознать, разъяснить и понять для себя, на что и на кого мы можем опереться. Один из следующих уровней, который мы обязательно должны изучить, это поведение. Поведение себя, именно себя, и поведение окружающих нас людей. И при этом мы отвечаем на вопросы: кто мы, что мы делаем в этом обществе, для чего эти люди нам нужны. И когда мы находим ответы на эти вопросы, мы понимаем, что и как, на кого опереться и кому мы можем передать свои ценности. Это самое важное в человеке, когда он знает, кому передать свои ценности и на кого он может опереться на каждый день своей жизни. Следующий уровень, который необходимо изучить, это способности. Опять же, надо начинать с себя. Какие способности есть именно у меня, например, и какие есть способности у окружающих меня людей, и как способности этих людей могут мне помочь, и как способности этих людей могут мне помешать. Также это помогает, когда составляешь какой-то большой бизнес-проект, и когда нужны дополнительные ресурсы. Кто может мне помочь в этом вопросе? И у кого какие есть компетенции. И если вы проанализируете вот это все, у вас будет очень успешный проект, и вы сможете его реализовать и довести до конца. Также в этом вопросе могут у вас, если вы исследуете сами себя, какие у вас есть убеждения и какие у вас есть ценности. Для этого можно сделать очень простое упражнение. Написать 50 ценностей, которые ты знаешь. Прям взять бумагу, ручку и записать 50 ценностей, которые ты знаешь. Следующий шаг. Из этих 50 ценностей надо выбрать те ценности, которые важны именно тебе, и также их расписать отдельным столбиком. И потом написать отдельно, какие вообще есть в жизни, в окружающем мире убеждения. И потом также выписать, какие есть убеждения именно у тебя. Потом эти убеждения можно расписать на положительные и отрицательные, и также их исследовать, как эти убеждения влияют именно на твою жизнь. Когда я проделала это упражнение у себя в первый раз, я нашла очень много моментов, которые мне помогли распределить ресурсы на своей работе. Например, в рутине профессиональный юрист выполняет очень много действий. Например, когда готовит документы на сделку по недвижимости, нужно проверить, например, брачные отношения, нужно проверить правоустанавливающие документы. И иногда бывает, что этих документов очень много, например, там 10-15 штук. И если в голове держать, что для меня самое главное мое убеждение, чтобы договор был сделан законно и без грамматических ошибок, то сразу все становится понятным.
и сразу начинаешь действовать. И получается отличный результат, которым довольны и покупатели, и продавцы, и другие организации, которые сопровождают такие сделки. И вот когда человек будет придерживаться своих убеждений, не менять их на каждом шагу и в каждый час, то это будет очень красивая и очень ценная картина, которая будет сохранять вас и в сложных ситуациях, и в каких-то веселых ситуациях. Например, радужные, веселые ситуации довольно часто заканчиваются какими-то несчастными случаями, потому что человек в какой-то момент теряет контроль и отходит от своих убеждений. И одна из ценностей в работе коучинга, когда он умеет держать фокус одномоментно здесь и сейчас, это очень важный и очень ценный инструмент. Также очень важно один из следующих нейролингвистических уровней — это идентичность. То есть именно идентифицировать себя. Кто я, хранящий эти ценности? Каким образом ценности, которых я придерживаюсь в жизни, помогают мне? И как эти ценности помогают моему окружению? Как эти ценности я могу передать другому? Как эти ценности я могу сохранить? Это называется идентифицировать себя. Идентифицировать также можно и свое окружение. Умение идентифицировать очень хорошо помогает, когда, например, молодые люди принимают решение создать семью. И вот если молодой парень или девушка при создании семьи идентифицирует себя с тем человеком, с которым хочет прожить всю жизнь, и они вместе сядут и напишут свои ценности, каждый отдельно, и потом вместе обсудят. Также, если они обсудят свои убеждения, поспорят, эти убеждения правильные или неправильные, и если они захотят также создать семью, то если они создадут ценность своей семьи и пропишут те убеждения, которыми они будут придерживаться при создании семьи, при отношении с родителями, при отношении с будущими родственниками, при воспитании детей, то это будет очень крепкая и очень дружная семья. Вот это вот хочется донести до каждого молодого человека, который собирается создать семью. Это один из важных уроков из инструмента нейролингвистические уровни. И еще следующий уровень, на котором я хочу остановиться подробнее, это про духовность. То есть мы все свои какие-то эти ценности проносим по своей жизни, и самое главное, при этом сохранить свою душу, знать, какова моя миссия, что она дает лично мне. Вот слово «миссия», она как-то больше, чем цель, больше, чем мечта. Это то, к чему ты стремишься, то, к чему стремится твой внутренний потенциал. И для того, чтобы создать в своей голове, в своих мыслях свою миссию, для этого тоже надо вырасти, пройти какие-то стадии жизненного опыта, и только тогда вы сможете сформулировать свою миссию. И пройдя вот это вот все обучение, там очень много инструментов коуча, я сделала вывод, что вот это обучение нужно донести до как можно большего количества людей. И в этом году я и еще несколько человек учредили школу коучинга и открыли обучение коучингу в городе Караганда. Это очень важное и необходимые знания, которые вы можете получить и которые вам могут пригодиться в любой момент жизни.